рад вас всех здесь видеть. Спасибо вам, что вы пустили нас на вашу прекрасную светлую землю. Спасибо большое администрации города Севастополь. Спасибо губернатору, спасибо заместителю губернатора Дубовику Евгению Георгиевичу и всем остальным людям, которые нам помогают провести данное событие. Несложное совершенно время для фестиваля, наверное. Наверное, дальше представите, да, кого-нибудь? Или вопросы есть? Да, вопросы есть. Ребят, если можно, по-быстренькому, я буквально 3 минуты. Да, буквально 2 вопроса, в течение 5 минут ответ. Коротко, Петр, Всемирные новости. Первый вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, какие трудности возникли при создании Крымфеста? Как вы прокомментируете отказ западных хедлайнеров от выступления на Крымфесте? И почему, собственно говоря, в релизе указаны те хедлайнеры, которых не будет на Крымфесте, и здесь в рекламе они тоже звучали? Так, а можно еще раз первый вопрос? Какие сложности? Да. Но первая сложность — это регион, действительно, куда сейчас не так просто добраться. Чтобы привести музыкантов, надо было купить большое количество билетов по большой цене. Здесь нету спонсоров практически. Очень сложно найти партнеров, но это переходной период. Но это что касается проблем. Очень было сложно тоже с площадкой нам согласовать. Там есть собственник, у земли есть, вернее, 2 собственника, скажем так. Вот с одним мы быстро согласовались в администрации города Севастополя, а со вторым собственником, конечно, пришлось поработать. Насчет музыкантов, почему музыканты отказываются выступать, это надо у них спросить, почему они отказываются выступать в Крыму. Но я вам так скажу, если в сентябре-октябре мы обращались практически во все агентства, ко всем артистам иностранным, то был отказ 100%, то в июне мы уже получили подтверждение от Креатор и от других коллективов, которые готовы были приехать. То есть немножко смягчилось обстоятельства. Я так понимаю, вопрос еще был, почему российские звезды отказались? Да, российские, и почему в пресс-релизе упоминаются те звезды, которых не будет? Как Дистенко, Тараканы, там и так далее. А все очень просто. Действительно отказались выступать, потому что мы взяли группу 2517, они вместе не хотели играть, а мы не знали, что это нельзя делать, потому что мы делаем просто музыкальный фестиваль. Группа 2517 сказала, что фестиваль в Крыму — это политический фестиваль, поэтому они тоже отказались выступать, хотя я не понимаю, в чем здесь политика. Вот здесь вот лозунг был, на этом фотобаннере, я так понял, да, сейчас под него подписываюсь, тоже не понимаю, почему такое было отношение. Здесь я не считаю, что это оккупированная земля, здесь совершенно свободные, счастливые люди. Я не видел ни одного недовольного человека за целый год подготовки здесь, так что не понимаете группу, не понимаю группу Тараканы, понимаете, какой-то у них свое мышление. На самом деле, я считаю, что это попробовать на политических пустых фарсовых движениях сделать себе музыкальный пиар. На самом деле, надо хорошие песни писать, а не вот этой дребедятиной заниматься. Надо в песнях писать о политике и петь, а не говорить о том, что какой-то политик и так далее. Тогда иди в политике. Он вперед, там подписи собрал, депутатом стал. Почему война пока неизвестна? Потому что очень сложно по логистике, например, там из группы «Смех» мы до сих пор не можем понять, когда они выступают, потому что у них концерт еще в Уфе, туда они едут на поезде, соответственно, двое суток туда, двое суток в Москву, то есть вот такие вещи. Сложно артиста привезти, билетов мало там, и так далее, есть определенные сложности. Рейсы отменяются, еще что-то, переносится, то есть вот только такая вещь логистическая. Чем вы можете объяснить задержку туалетов, душевых кабин и прочего на фестивале? А это как раз к первой проблеме, к согласованию одного из собственников. Вместо того, чтобы заниматься организацией мероприятия, я вот сейчас прибежал, последний подпись мне поставил. Я не буду говорить, что он потребовал за это. Не подумайте никаких пошлостей. Спасибо. Спасибо вам. Ребят, если есть вопросы, давайте я поеду дальше. Для вас нет. Да. А вам Евгений расскажет, кто в итоге будет. Это долго, всех перечислять, я просто замучаюсь. Основные будут. Кстати, Маша, уже 3 музыканта приехали, я могу вам показать фотографии, если хотите, прямо сейчас. Вчера мы их встретили. Кстати, насчет всех Машу хотел рассказать, начиная со среды им посыпались огроменные угрозы о том, что когда они сюда приедут, их застрелят, порежут, там еще что-то и так далее. Агенты очень сильно были обеспокоены, коллективные были жалобы со стороны якобы украинских фанатов, хотя мы в этом особо не верим, у нас есть конкуренты, которые в фестивале тоже отменяются, переносятся.
Может быть они, может быть нет. Ну, не понимаем ситуацию. То есть мы встречались с охраной. Спасибо аэропорту, администрации аэропорта Симферополь, которые разрешили охране пойти в зону досмотра, чтобы встретить артистов. Но они уже поменяли свое мнение? Ну, конечно, они уже, знаете, они уже там горели на пляжу. Не буду говорить на каком. Цель безопасности. Что? Вот с Алисой мы ждем, чтобы они прилетели, не буду говорить когда, то есть дожидаемся. Они в Бельгии выступали с диджей-сетом, будем надеяться, что они к нам приедут. Во всяком случае, билеты не куплены, по договору любой трансфер и так далее отвечает артист, мы все свои обязательства перед артистом выполнили, 100%. Спасибо вам большое. Разрешите мне дальше идти работать, подготовить площадку. У нас тут МЧС, полиция, самые главные вопросы. Очень сложно запустить, на самом деле, ни день, ни фест без спонсоров, без государственного бюджета. Мы постараемся это сделать ради вас, ради нас и ради рок-н-ролла. Спасибо вам, всего доброго.